Вспышка коронавируса в России пополнила ряды безработных в Таджикистане. Но главное, люди не смогут за это время ничего заработать, а значит, им нечем кормить семьи. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему власти не пытаются защитить своих граждан. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. В кассах мне сказали, что смогу вылететь после отмены ограничений. Билет я сдал, и мне сказали, что по телефону сообщат дату вылета. Многие таджикские трудовые мигранты, которые не смогли выехать на заработки в Россию из-за вспышки коронавируса и закрытия границ, пополнили рынок мардикоров, подденных рабочих в Душанбе. Мигранты говорят, что не могут сидеть сложа руки и ждать открытия границ, потому что им нужно кормить свои семьи. 52-летний житель Душанбе Мурод Саридинов сказал, что каждое утро отправляется в поисках работы к столичному рынку Султани Кабир. Здесь на небольшой площадке собираются поденщики. Количество ищущих работу намного увеличилось за последние недели, а найти работу стало в разы сложнее, сетует он. Билет я купил еще в России. Теперь мне говорят, что деньги за него я могу получить только в кассах в России. Здесь не возвращают. Кто не смог выехать в трудовую миграцию, приходит теперь сюда. Им ничего другого не остается. Дороги ведь закрыты, расценки на услуги подденных рабочих снизились, а цены на продовольствие растут день за днем. Посмотрите, как выросла цена на муку, а государство не может обеспечить нас рабочими местами, говорит Мурод Саридинов. Весна считается сезоном трудовой миграции таджикистанцев в России, но в этом году планы многих мигрантов были сорваны из-за эпидемии коронавируса. Поезда остановились, воздушные и сухопутные границы закрыты. А как вы справляетесь со сложившейся ситуацией? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Проблем из-за запрета на въезд в Россию у мигрантов возникло очень много. Многие брали кредиты в банках на покупку авиабилетов и теперь не знают, как отдавать долг. Власти страны должны создать условия, чтобы люди не стояли с утра до вечера на рынке в ожидании работодателя, считает он. За последние недели сотни таджикских мигрантов вернулись на родину после вспышки коронавируса и объявления карантина в России. Эксперты по экономическим вопросам говорят, что таджикское правительство должно как можно скорее принять меры, чтобы обуздать растущую безработицу. Они считают, что если ситуация с коронавирусом продлится в странах, принимающих мигрантов, а власти не создадут никаких условий внутри страны, то это может ухудшить условия жизни семей, зависящих от денежных переводов трудовых мигрантов. Минтруда Таджикистана заявили, что будут приняты меры по обеспечению работы вернувшихся трудовых мигрантов. Что это обозначает, не пояснили, отметив, что подготовлен план необходимых мер, мы изучаем, какое количество мы можем обеспечить работой. В прошлом году президент Таджикистана поручил ежегодно создавать не менее 100 тысяч новых рабочих мест в целях сокращения потока трудовой миграции. По официальной статистике, численность трудоспособного населения в Таджикистане составляет около 2,5 миллиона человек, и в 2018 году около 50 тысяч человек были официально объявлены безработными. По данным Всемирного банка, количество безработных в Таджикистане превышает официальную статистику. Мы должны постараться временно трудоустроить молодежь. Нужно создать центр помощи мигрантам, где им смогут оказать финансовую помощь или хотя бы один раз в день накормить, чтобы они не сидели без работы и еды. Я верю, что в течение месяца эта проблема решится. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи!